Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Случайные встречи, серьезные последствия. Давайте посмотрим, с кем вы встретитесь и что из этого выйдет. Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, свой срок и давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, вот это просто прекрасно, просто чудесно. Скорее всего, это то, о чем вы мечтали. Но к этому мы вернемся позже. Давайте начнем с этого вот несчастного товарища, который не знает, куда ему бежать. То ли вперед, то ли назад. Я так понимаю, что мужчину этого вы знаете, либо в прошлом, да, что-то вас с этим мужчиной связывало. Совершенно случайно, но по плану судьбы вы с этим человеком столкнетесь. Причем столкнетесь в самом неожиданном месте. На вас эта встреча, столкновение произведет какое-то прям отталкивающее впечатление. Вы такая скажете: фу-фу-фу, как ты сильно постарел, сдал, да, хуже выглядеть стал. А вот на мужчину эта встреча произведет невероятное впечатление, потому что сердце ёкнет, когда он вас увидит. Вы настолько поменялись, вы настолько преобразились, вы просто невероятно очаровательная. Вы как будто бы вот ангел небесный, да, спустился на грешную землю. Он вас вот правда увидит в каком-то светящемся ореоле. Что-то дивное, чудное, невероятное. Даже не сразу поймет, кто вы. Кто вы. Вот он вас увидит, и вот глаза, да, в глазах у него там эти сердечки начнут плясать, да, какая прекрасная женщина. А потом как присмотрится, как поймет, что вы это вы, тут разрыв всего и сразу у него произойдет. Вот не зря показали, что у него сердце ёкнет. Может быть, в свое время он не рассмотрел, не оценил, дураком был, грубо говоря, да. И тут спустя столько лет, я вам скажу, с ним такое будет твориться, там и краснеть, и бледнеть, да, может даже припадок какой случится. Вы это все заметите, вы это все отметите, но вам это будет, как все равно, да, вы будете безразличны к нему, к его реакциям. Наоборот, даже, может, так, знаете, сама себе усмехнетесь, скажете: да, посмотри, какой я стала, да. Какой же ты дурак был в прошлом. Знаете, этот мужчина странно, конечно, себя поведет, но после этой встречи он начнет вас везде искать, разыскивать. Прям, знаете, у кого-то даже отыграется состояние репеха, да, вот прям приклеится к вам, приклеится, вы его от себя, а он к вам, вы его гоните, а он к вам просится. Да, даже до такого может дойти. Зато кто-то из девчонок просто вот момент сатисфакции, да, ты тогда повел себя несерьезно, либо вообще от меня отказался. Теперь посмотри, какое золото ты потерял, да, вы прям почувствуете это, скажете: вот тебе, смотри, держи. Вернее, смотри, но не трогай, да, не твоя, я не твоя. И слава Богу, что я не твоя. Мне кажется, это какое-то людное место, либо, может быть, круг общих каких-то знакомых друзей. Но, опять же, совершенно случайно все это произойдет. Да, еще будете от него прятаться, может быть, даже отбиваться, кому уж прям сильно не повезет. Но все-таки какую-то
маленькую месть, да, грубо говоря так, вы осуществите. Даже если уже давно не думаете, простили и как рукой махнули, все равно, знаете, где-то да будет приятно, что вот он опять в вас влюбился, да, либо наконец-то по-настоящему влюбился. Но это уже будут его проблемы. Да. Если вы еще о нем когда-то там вспоминали, думали, когда вы на него посмотрите, скажете: фу-фу-фу, как хорошо, что я не с тобой. Ой, во что ты превратился. Да, такое еще ощущение идет. А он прям, смотрите, во все колокола. Где же вас найти? Как же с вами связаться? Где вы живете? Номер телефона, социальные сети. Да, всех будет дергать, особенно ваших общих знакомых. Так, дальше поднимаемся. С вашей стороны мужчина, укротитель змей. Ну, с одной стороны, это может быть доктор, да, доктор, который может лечить. Не просто доктор, там в дипломе написано, а человек по призванию доктор. Это может быть и целитель, и действительно дипломированный специалист. Но человек, который действительно и любит, и умеет, и у него потрясающие результаты, но он прям очень талантливый, у него все 100 из 100, да? За что берется, все до ума доводит. Да? Там, где, например, болело, там болеть перестает, да? Исцеляет. Это с одной стороны. С другой стороны, человек, укротитель змей, возможно, человек, который действительно может защитить от каких-то неприятностей, неприятных людей, неприятных моментов, да, проблемных моментов. И так может отыграться. Это мужчина. Причем мужчина очень видный, он очень высокий. Кстати, да, по поводу роста. У одних отыграется, что он прям высокий, а у других отыграется, что у него статус, положение очень высокое. Такое, знаете, прям голову вверх задерешь и не увидишь. Здесь вас кто-то с этим человеком познакомит, либо к этому человеку как подведет, либо рекомендацию вам даст по поводу этого человека. И вы знаете, действительно чудесный человек, он очень многое для вас делает. Очень много. Вот эти ваши запросы, ваши проблемы, например, да, по здоровью, либо с чем-то, с кем-то, все порешает. Причем очень быстро, четко, лаконично и без там лишних заморочек и трат времени. Вы будете потрясены вот именно профессионализмом, тем, что этот человек вот прям жонглирует, да, ловко справляется со всем и сразу. Обалденный человек, и вы и дальше будете этого человека рекомендовать. Смотрите, вам порекомендовали, либо познакомили, а потом вы еще кого-то, да, кому-то поможете, порекомендуете, либо познакомите. Ну, это замечательно. Хорошую роль сыграет в вашей жизни этот человек. Просто замечательный. Так. Смотрите, какая летучая мышь. Летучая мышь. А на ней лиса. Ну, во-первых, по летучим мышам это тайны, это мошенничество, это заговоры, это воздействие. Здесь образ женщины, которая вам помогает рассмотреть не только эту мышь, но и саму лису. Женщина либо психолог, либо эзотерик. Потому что психологи, они ведь тоже там помогают бороться с комплексами, помогают человеку осуществить перезагрузку, выйти из депрессии, из каких-то ужасных подавленных состояний. Ну, либо эзотерик, который вам укажет конкретно на то, что с вами происходит, кто на вас воздействует, кто на вас влияет, кто этот человек, что делает и как с этим бороться. Как с этим бороться? Смотрите, благодаря этому событию вы как будто бы из тьмы выйдете. Из темной ночи, да, в ясный светлый день. Прям облегчение чувствуется. И еще скинете с себя огромную каменную плиту, которая вас прям, давила на вас, давила.
жить вам нормально не давала. Вы все разные. У кого-то это ваши внутренние проблемные состояния, вот именно психологического характера, а у других именно воздействие, порча, магия, там, проклятие, прочее, прочее. Но этот специалист, женщина, все-таки это женщина выходит, она вам помогает, она вам и глаза открывает, и говорит, что делать, да, как скинуть это все с себя. Сильно, это сильно на самом деле, вам очень повезет. Действительно достойного человека встретите. Так, еще одна встреча. Вот это желанная встреча. Смотрите, видите, ангел за вами стоит. Ангел, причем смотрите, какой у вас ангел большой. Вы очень хороший человек. Чем больше человек делает добрых поступков, да, чем светлее и чистее помыслы у человека, тем больше его ангел-хранитель. Соответственно, сила у него больше, размах крыльев больше, да, может вас полностью закрыть. При этом закрыть не только вас, да, но и ваших самых дорогих, близких, любимых людей. Это важно, это очень важный момент. Опять же, вас это очень классно характеризует. Если вы там в себе сомневаетесь, насколько вы хороший человек, вы очень хороший человек. Здесь это точно. Вот смотрите, какой огромный ангел. За вами ангел стоит, и тот, о ком вы мечтали, конкретный человек, да, может быть, ваш любимый где-то далеко от вас находится, может быть, любимый человек там, не проявляется так, как вам хочется, либо вы кого-то конкретного хотите встретить, да, ну, чтобы там не пил, не бил, чтобы работал, с головой дружил, да, хороший, добрый, ласковый, надежный, положительный, да, образ. Вы хотите, просите небеса и говорите: Боженька, вот пошли мне мужчину нормального, хватит с меня вот этого скотного двора, я хочу нормального мужчину, нормального. Мне не нужно самого лучшего, я не хочу там принцев каких-то, я хочу нормального мужчину, с кем мне будет хорошо и комфортно. Да? И вот, грубо говоря, произойдет встреча именно с тем, кого вы ждете, либо кого хотите видеть рядом с собой. Какие будут последствия? Да самые лучшие. Самые лучшие. Здесь радость вашему сердцу идет, успокоение вашему уму и гармония вашей душе. Вот настолько классная встреча произойдет. И вот настолько замечательные последствия вас ждут. Ну, судьбу свою встретите. Что может быть лучше? Ваш суженый, да, судьбою вам предначертанный человек, которого любите, полюбите вы, и человек, который ответит вам взаимностью, причем полной зеркальной взаимностью. Ну, чудесно. Там у вас новая дорога, вон там гнездо у вас образовалось. Все как полагается. Все как полагается. Свадьба, совместная жизнь, счастливая, долгая и добрая. Мои хорошие, ну, я вас поздравляю. В тот срок, который вы загадали, конечно, много событий произойдет, но вот это, ну, самое ключевое, самое главное и самое желанное. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.